621 очное и 312 заочных отделений открыты в Ингушском государственном университете. ВУЗ ежегодно выпускает специалистов своего дела, а также профессионалов среднего звена. Сейчас работает приемная комиссия, в том числе и в онлайн-формате. Все, кто желает продолжить свое образование после школы, могут подробно узнать о вступительных испытаниях. Сейчас тут как никогда тихо и пусто, а ведь только год назад абитуриенты вместе со своими родителями толпились здесь, занимали очередь и обсуждали, как прошел ЕГЭ. И хоть эта непривычная обстановка удивляет, работа продолжается, но только в онлайн-формате. На официальном сайте университета на главной странице имеется раздел «Онлайн-прием документов», куда можно зайти и спокойно оформить подачу документов своих. Потому что оригиналы документов в течение года могут подаваться. Все это в заявлении прописано, поэтому они имеют возможность подавать документы в режиме онлайн по электронной форме. Это как и по высшему образованию, так и в колледж поступающие по среднему профессиональному образованию таким же образом. Просто доступно, а главное, не ожидая результатов ЕГЭ. Для этого надо всего лишь заполнить все необходимые пункты, а затем прикрепить заявление. Перечень документов остается прежним. К слову, традиционный вариант подачи также возможен. Абитуриенты будут иметь возможность подавать лично в приемную комиссию документы. Обязательно сдающие документы абитуриенты должны быть в масках. Без масок, естественно, их сдать документы не запустит охрана. Это я хочу обратить на это внимание обязательно. 621 очных и 312 заочных. Цифра бюджетных мест впечатляющая, как и сами сбывающиеся надежды университета. Сейчас он может похвастаться, ведь ВУЗ ежегодно выпускает сотни специалистов по разным профессиям. К слову, универ предлагает 28 направлений бакалавриата и 2 специалитета высшего образования. А уже 2 года назад в НГУ начали готовить специалистов среднего профессионального образования. Здесь, у нас по 8 направлениям подготовки выделены 188 мест, контрольная цифра. Минимальное количество людей в аудиториях, маски и, конечно же, антисептики. Вступительные испытания не отменяются, проводить их будут со всей строгостью, соблюдая все нормы индивидуальной защиты. К слову, нельзя забывать и про заявление о согласии на зачисление. Перед изданием каждого приказа в рамках каждого списка выделяются лица, подавшие заявление о согласии желающих быть зачисленными на ту или иную специальность. То есть дается 2 дня, в течение которого каждый, кто не подал заявление о согласии на зачисление, у них будет возможность подать это заявление на зачисление. Только после этого они могут попасть в приказ. Это очень важно. Словом, было бы желание, а для учебы все условия уже есть. И если вы хотите подать документы в НГУ, то можно уже приступать. Для абитуриентов, которые поступают по результатам ЕГЭ, прием документов завершается 18 августа. Для бакалавриата и специалитета заочного направления до 20 августа. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24.